10 лет в колонии поселения. Такой приговор в апреле этого года вынес Ачимчирский районный суд в отношении Руслана Каджая, признанного виновным в ДТП со смертельным исходом. Авария имела место 5 ноября 2020 года на трассе Псоу-Ингур. Двигаясь по направлению в Сухум, Руслан Каджая, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль ВАЗ-2107. В результате ДТП от полученных травм скончались на месте водители и пассажиры автомобиля ВАЗ. Все четверо – жители села Губ. Экспертиза показала, что в момент аварии Руслан Каджая был пьян. Я понимаю, мы больную в другую страну отправляем, больного в кавычках. А кто нам дал это право? В каком документе? Уголовном кодексе, уголовно-процессуальном или какие-то нормативные акты, подзаконные акты, где написано, что нашего больного надо расконвоировать в зале суда, где его вообще не было, снять с него надзор и пишем до выздоровления и отправляем в другую страну. 31 мая этого года Ачимчирский районный суд под председательством судьи Фатимы Харчилава отсрочил отбывание наказания Руслана Каджая по состоянию здоровья до полного выздоровления. По версии районного суда, решение об этом было принято на основании судебно-медицинской экспертизы, представленной стороной защиты. В ней значатся 14 различных заболеваний осужденного, среди которых такие серьезные, как гепатит С, цирроз печени и другие. Согласно экспертизе, Руслану Каджая необходимо было провести операцию за пределами Абхазии. В свою очередь, потерпевшая сторона заявила об установлении факта подлога медицинских документов. Такой документ не может врач выдать. Врач не может говорить о том, что его лечить здесь нельзя. Надо обязательно вывести в Российскую Федерацию. Это, простите, не врач решает, даже не комиссия решает. Это решает Министерство здравоохранения, лично и персонально министр. Он определяет, имеем ли такую медицинскую базу, чтобы провести такую операцию. Как говорит Сминухов, если на самом деле что здесь написано было бы у него, он 24 часа в сутки кричал бы от страшной боли. Адвокат обвиняемого Нино Корсая отметила, что ее подзащитный осознает всю тяжесть совершенного им преступления и готов понести наказание. По ее словам, она как адвокат категорически не согласна с квалификацией данного преступления. Учитывая, что моим подзащитным практически ничего не было выпито, то есть тест, который был ему проведен, показал 0,40 промилле. Для того, чтобы понимали потерпевшие, 0,40 промилле – это эквивалент 1/3 стопки водки. Чтобы было понятнее, я объясняю. Показал алкотестер. Далее, свидетель Адлиба у нас на слушании в Ачимчирском районном суде утверждал, который сидел с ним за столом в районе Гал, обедал, что мой подзащитный отказался принимать алкоголь, сославшись на состояние своего здоровья, о том, что он поднимал тосты, но он не принимал, рюмка оставалась полной. По словам Нино Корсая, находившийся на протяжении 8 месяцев в ВВС МВД Республики и в следственном изоляторе Руслан Каджая неоднократно доставлялся в республиканскую больницу с острыми приступами. Он был стационирован в урологическое отделение, а также обследовался в нейрохирургии. Вот ряд документов с научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского Российской Федерации города Москвы, где все эти диагнозы подтверждаются. Более того, у моего подзащитного обнаружены ряд новых заболеваний. Рассмотрение процессуальной жалобы длилось около 2 часов. После прений сторон суд удалился в совещательную комнату. В итоге суд удовлетворил жалобу потерпевшей стороны. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия, руководствуясь статьями 338, 344, 347.2 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия определила: постановление Ачимчирского районного суда от 31 мая 2021 года, которым отсрочено исполнение приговора Ачимчирского районного суда от 27 апреля 2021 года в отношении Каджая Руслана Зурабовича до выздоровления, отменить и передать уголовное дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции в ином составе суда.
Постановление Верховного суда вступило в силу с момента его оглашения. Если в течение суток осужденный Руслан Каджая добровольно не явится для отбывания наказания, то он будет объявлен в розыск. Решение может быть обжаловано. Элана Ласурия, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.